древних времен религия и политика были неразделимыми понятиями. Как бы ни хотелось человеку абстрагироваться от политических воззрений, они все же будут его преследовать в каждой сфере жизни. О властных полномочиях говорится даже в священных писаниях. В исламе, например, подчинение правителям – это не просто политика, а поклонение Всевышнему Аллаху. Доводом этого являются слова из Корана: «О те, кто уверовал, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим властью среди вас». В Библии мы найдем не менее веские основания положительного отношения к политике. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, 14 правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Того же мнения и люди иудейского писания, так как в нем написано: «Мне сказал Бог Израиля, говорил оплот Израиля, праведен правитель людей, правитель, боящийся Бога». Взаимоотношения между двумя феноменами могут быть самые разные. Во всяком случае, они находятся в постоянном взаимодействии. Однако, можно ли сказать, что ваша религия вне политики? Конечно, можно. Не только можно, но и нужно. Вообще, в православной церкви есть такое утвержденное священноначалием, подтверждено неоднократно на архиерейских соборах, что церковь находится вне политики. Что это означает? Это означает, что церковь все равно, что будет в государстве, какая будет политическая ситуация? Абсолютно нет. Церкви не все равно. Но сама церковь находится вне политики. То есть представитель церкви, представитель духовенства не может баллотироваться, избираться, быть избранным. Он не может агитировать за того или иного политического кандидата. Но это могут делать представители паствы, то есть верующие. Верующий может быть депутат. Все верующие могут и ходят на выборы. И церковь, наоборот, говорит: неважно, за кого ты будешь голосовать. Это твое личное право. Наша религия, можно сказать, что она вне политики, но она, наверное, влияет как-то на политику, потому что Всевышний сотворил этот мир, и, если грубо сказать, он его не доделал. Мы видим, что в мире много всего не хватает. Люди страдают, люди болеют. Всевышний, если хотел, он бы мог сделать так, чтобы все были здоровые, чтобы все были богатые, чтобы все у всех хватало. Почему Всевышний сделал так, чтобы что-то не хватает? Всегда кто-то страдает. Почему, если Всевышний хотел, он бы все сделал полноценно? Всевышний сотворил мир неполноценно, потому что Всевышний как раз хочет, чтобы мы стали его партнеры в творении мира. Он нам дал такую честь, чтобы мы смогли доделать вместе с ним этот мир. И сегодня, если посмотреть, кто влияет на мир, это политика. Поэтому, если есть возможность как-то повлиять на мир, чтобы мир стал более добрым, более хорошим, чтобы люди меньше страдали, чтобы люди меньше болели, если надо повлиять через политику, тогда, наверное, надо постараться, чтобы политики приняли правильные решения и хорошие решения. Но это, еще раз, только ради того, чтобы сделать добро и принести больше света и добра в этот мир. Религия, любая, и ислам учит тому, что наша главная цель — это все-таки как бы не мирское, а довольствие Господа. Если в политике, скажем, да, понимать ее как именно служение народу, то в таком случае получается, что оно как доброе дело засчитывается. Если же, конечно же, нет этого, то нет. Почему? Потому что именно такую цель и не была поставлена, потому что когда мы смотрим на жизнь пророка, саллаху алейхи вассалям, то есть он занимался именно, так скажем, да, зовом к религии в первую очередь, и не ставил цели, там, скажем, государства или еще что-нибудь. Это было потом, скажем, как бы попутно возникшие вещи, и в этом деле тоже, как бы, скажем, они пытались наилучшим образом вести это тяжелое бремя. Церковь не занимается политической агитацией. Хотя, честно сказать, иногда нет, да и пытается кто-то притянуть, скажем так, представителей религиозных организаций к скрытой
или открытой политической агитации. Но этого делать категорически нельзя. Но граждане могут, еще раз говорю, граждане, вне зависимости от своей конфессиональной принадлежности, могут избираться и быть избранными. И в том, что православный народ участвует в выборах, это тоже рассматривается церковью, рассматривается священноначалием как, в общем-то, положительный момент, потому что, еще раз подчеркну, нам вовсе не безразлично, каким будет наше государство, каким будет будущее нашей страны. Но церковь вне политики. Ну, по-простому, конечно, наша задача, она не политическая, и религия и политика, они не идут вместе. Но наша задача — это сделать этот мир более лучшим, более светлым, более хорошим. Я вспоминаю в связи с этим, однажды владыку Лазаря спросили журналисты, митрополита Лазаря, Симферопольского и Крымского, главу нашей правящей архиереи нашей епархии. Его спросили: а какая ваша политика? И владыка сказал фразу, которую потом журналисты вынесли в качестве заголовка. Он сказал: «Христос моя политика». Вот этой фразой я бы завершил свой ответ на этот вопрос. Я всегда вспоминаю такую историю, когда Пророк, саллаху алейхи вассалям, лежал на жесткой такой, так скажем, да, кровати, что у него на лице остались следы от нее, когда он резко встал. И Хазрати Умар, он заплакал, сказал: ты, говорит, пророк для миров, говорит, и когда там, и приводил пример, там, скажем, византийского царя, там, иранского царя, говорит, они, говорит, вот в таком положении, говорит, а ты вот в таком положении. Он сказал: ну это, говорит, не для нас, это наша цель, говорит, это, ты же знаешь, это все мирское. В этом плане, то есть мусульманин, да, должен, скажем, да, служить и народу, и отечеству, и во всему человечеству. Но главная его цель, то есть понимать, любое дело, которое он делает, он делает для чего? Главное, чтобы во всем было, скажем, довольствие Господа. Можно найти множество примеров, когда служители культа занимали и руководящие политические должности. Вы можете назвать представителей вашей религии, религиозных деятелей, которых можно назвать выдающимися политиками? Безусловно. Представители веры Христовой, представители православной церкви были выдающимися политиками. Ну, например, исторические изыскания нас долго не заставят себя ждать. Святой благоверный князь Александр Невский, который возглавил Отечество, который возглавил борьбу против завоевателей, который был победителем, а самый первый создатель нашего государства единого, централизованного, которое мы именуем Киевская Русь, святой равноапостольный князь Владимир, он ведь тоже был политиком, он был государственным руководителем, ну, как бы мы сейчас сказали. Другое дело, что отношение тогда к руководителю, к первому лицу, как мы говорим, государства, было несколько иное. Это был действительно, это был отец народа, это был непререкаемый авторитет. Это не то, как, например, где-то там в Америке выборы проходят там, или в какой-то еще другой стране. Вот. Ведь своим примером он, когда принял крещение, показал свой пример не только для дружины, но и для всего народа. Если посмотреть на Моисея, это было тоже в течение истории еврейского народа много таких пророков, праведников, которые имели отношение с властью, которые имели отношение с правительством, но задача их не была не для того, чтобы повлиять на власть, на какие-то решения, на какие-то там... Они хотели сделать добро, во-первых, своему народу, во-вторых, в общем, всему миру. И для этого они встречались, для этого они обсуждали какие-то вопросы. Не для того, чтобы они стали более важны, не для того, чтобы они стали более значимы или там войти в политику. Хотели повлиять, конечно, во-первых, на свой народ, а во-вторых, в благо всего мира, чтобы мир стал более чистым, правильным, светлым. И это наша основная задача. Мы можем здесь вспоминать и святого Дмитрия Донского, и многих-многих выдающихся наших исторических деятелей. Среди них и царская семья святых царственных страстотерпцев, государь-император Николай Александрович Романов, Александра Федоровна императрица, которые были зверски умучены в годы лихолетия, в 1918 году были расстреляны.
Царь, которого иногда называют безвольным, царь, которого называют иногда не готовым к сражениям, который, тем не менее, был инициатором и Гаагской конференции в 1896 году, если мне не изменяет память. То есть это прообраз международного объединения стран, наций, то, о чем мы сейчас говорим, когда говорим о роли ООН. Это то, что должно было, международное сообщество, которое должно противостоять будущим военным конфликтам, войнам. И что хочется отметить? Вот говоря обо всех этих людях, называя их политиками, памятуя о том, что они носили в своем сердце веру Христову, мы видим, что прежде всего именно вера двигала ими, именно любовь к Богу, любовь к своему Отечеству, жертвенная любовь. Ведь если бы хотел царь Николай II уехать, эмигрировать, мы прекрасно знаем, что у него была такая возможность, но он зашел на эту Голгофу, он предпочел испытать все страдания, которые выпали на долю его страны. И, конечно, это прекрасные исторические примеры, которые могут показать нашей молодежи, с кого строить жизнь. В первую очередь, когда мы смотрим, это пророк, саллаху алейхи вассалям, то есть он был, так скажем, по нашим меркам, если понимать, выдающимся политиком в плане того, что даже по свое время те договора, которые он заключал, скажем, да, те письма, которые он отправлял, скажем, да, другим государствам, и очень много других вариантов. Потом уже идут, так скажем, да, Хазрати Бекир, Хазрати Умар, Хазрати Усман, Хазрати Али, которые были, так скажем, праведными халифами. Они тоже, каждый из них является, так скажем, да, большим примером в том деле именно, скажем, да, в ведении, так скажем, политических или государственных дел. Среди них, в моем понимании, так скажем, самое больше, например, выделяется Хазрати Умар, он был выдающийся, так скажем, да, своего времени политик. Быть политиком — это всегда не так приятно, не так чисто. Там грязь, там каждый пытается быть сильнее, каждый пытается быть выше. Но это не наша цель. Наша цель не стать выше и более уважаемым. И наша цель как раз повлиять на то, чтобы мир стал лучше. Если можно повлиять со стороны, тогда зачем заходить и влиять изнутри? Можно со стороны объяснить, поговорить, показать, что надо жить мирно, надо жить дружно. Исследователями было замечено, что даже самая атеистическая идеология, как бы то ни было, хоть в малой мере опирается и на религиозную догматику. Можно ли говорить о политических принципах, которые опираются и исходят именно из религиозных воззрений вашей веры? Конечно. Призыв Христа к миру. Мир вам. Вот вам политический принцип миролюбия, стремление к миру, удержание любой ценой состояния мира всегда лучше, чем состояние войны. Поэтому это, мне кажется, самый главный принцип, который может быть понятым любым христианином. Пророк, саллаху алейхи вассалям, для нас в этом, как и во всем, большой пример, когда пророк, саллаху алейхи вассалям, переселился, да, было переселение в Медину. Первое дело, что он сделал, можно даже сказать, в истории, я не знаю, наверное, первый такой мирный договор со всеми, скажем, людьми, которые там проживали, а там жили люди и других национальностей, и других вероубеждений, скажем, да, вот он с ним подписал, как, скажем, мирный договор. Это вот является, как бы, по нашим меркам, таким политическим ходом и политическим документом. Уважение к другому, возлюби ближнего своего. Вот когда Христа спросили, есть много заповедей, какая самая главная? Возлюби Бога и возлюби ближнего своего. Вот любовь к ближнему своему. Кто такой ближний? А это каждый, кто встретился на твоем жизненном пути. Кто такие наши ближние? Ближние для нашей страны. Это те, кто находится рядом с нами. Рядом, может быть, даже очень далеко. Но которые живут с нами в одну эпоху, в одно время. Это все ближние, к которым нужно относиться с уважением, с любовью, с пониманием и стараться это взаимопонимание сохранять. Помнить о другом, что другого, может быть, что-то опечалит или обеспокоит.
проявлять где-то определенное чувство такта и понимания, но в то же время помнить и о своей стране. Это никому не мешает. Если религия, она должна быть полноценной религией. Это должна быть полноценно жить по Торе, надо полноценно жить по законам Торы. А если что-то делается по Торе, что-то делается не по Торе, это уже не религия, это уже не Тора, это уже не то. Поэтому тяжело сказать, что религия и политика, они как-то... Может быть, что какие-то идеи, да, берутся в Торе, берутся в религии, но тяжело сказать, что это прям однозначно от религии, потому что религия — это полноценно, а политика — это когда нравится, да, когда не нравится, нет. Это, как мы говорили в начале, человек, который верит, он верит до конца, что если нельзя убивать, значит нельзя убивать, точка. Если нельзя воровать, все, точка. Политик сегодня может сказать одно, завтра сказать, что я имел вообще в виду что-то другое. А религиозный человек так не поступает, потому что если он говорит, и он говорит не от своих слов, то, что он чувствует в животе, он говорит то, что написано, тогда он никогда не поменяет свое мнение. Кроме этого, то есть вот я вспоминал про Хазрати Умара, да, при Хазрати Умара писались такие, так скажем, да, судебные книги. И по последнем периоде, когда уже даже у нас и в Крыму, как бы оно прошло, даже сейчас вот у нас ведутся работы, есть такие книги, которые называются Кады Аскер, вот именно этих судебных, так скажем, да, дел, которые проходили в те времена, их решения. Кады Аскер, если мы даже, вот, скажем, да, в нашем понимании, как оно нам оставило, чтобы вы понимали, когда мы говорим кадастровый номер, это и есть Кады Аскер, то есть это одно и то же, то есть оттуда пришло сюда, вот до такой степени все связано. Я думаю, что надо дать каждому свое место, надо дать каждому свое право выбора, как он хочет себя жить, как он хочет себя вести. Конечно, для нас будет правильнее, если все будут жить так, как Бог хочет, но заставлять людей — это не наша задача. Мы не можем, и не наше право заставлять людей жить по-другому. Главное, чтобы мы друг другу не мешали, чтобы у нас было взаимопонимание, взаимоотношения, уважение, и чтобы каждый понимал и уважал другого. И если посмотреть, тогда реально у нас тут в России так и есть и духовенство, и правительство, и законы. Но если кто-то хочет жить по законам Торы, если кто-то хочет жить по законам своей религии, тогда ему никто не мешает, и наоборот дают все условия, все помощь для того, чтобы он мог жить так, как он верит, так он себя чувствует. Законы, они не противоречат религии. Любовь, она всегда созидает, она никогда не разрушает. Вот любовь и миролюбие – это то, что было всегда свойственно, кстати, нашему Отечеству. И на этих примерах славных, героических страниц нашей Родины нам и необходимо строить свое будущее, воспитание наших детей и юношества. Рассматривая функции религии и политики, мы можем найти много сходств, ведь оба этих понятия выступают регуляторами нашей жизни. Мы лишь надеемся и уповаем на Всевышнего, чтобы наша религия и светская власть жили в мирном сосуществовании и приносили друг другу лишь пользу.